В этих местах плотность населения очень высока. Узбекские и кыргызские села вперемешку. Принадлежность многих приграничных участков здесь до сих пор остается спорной. Через поселок Чек, где проживают в основном кыргызстанцы, проходит река. Недавние события на противоположном берегу вызывают по меньшей мере недоумение. По ту сторону моста принялись наводить порядок пограничники и представители спецслужб Узбекистана. Манап Бажоев живет в Чеке с рождения. Он ходит на работу через реку, а вечером возвращается домой на территорию, которую несколько недель контролируют узбекские военные. В тот день они пришли неожиданно, представились один замакима, второй из службы национальной безопасности. Пограничники, милиционеры вооруженные. Обыскали все в доме, вплоть до посуды на кухне. Сказали, что лишние продукты и все остальное, удобрения, солярка будут конфискованы. Мы чувствуем себя как в оккупации в 1941 году. Перейти мост имеют право только жители села Чек по предъявлении паспорта. Посторонних на тот берег не пускают. Переправа контролируется вооруженными пограничниками. А за рекой остается около 150 граждан Кыргызстана. Местные власти обдумывают варианты действий в непростой ситуации. Узбекские власти на нашей встрече показали нам карту 50-го года, где именно по этому мосту проходит граница. В случае, если решение будет в пользу узбекской стороны, то наша сельская управа готова выделить земельные участки всем 24 семьям. Старейшина села Чек Нимайджон Ураимов говорит, что жители, оставшиеся на территории, взятой под контроль узбекскими военными, находятся в подавленном состоянии. Спрашивает сам себя, что делать. Стоит ли тратить деньги на ремонт домов, сажать овощи и фрукты? В случае, если Чек достанется Узбекистану, многим придется принять главное решение – остаться в своих домах и принять узбекское гражданство или бросить все и начинать новую жизнь. Конечно, будет очень трудно строить дом заново, нужно немало денег. Но я становиться гражданином Узбекистана не хочу, хоть я и узбек по национальности. Моя семья живет и будет жить в Кыргызстане. Для того, чтобы поддержать порядок, рядом со спорной территорией власти Кыргызстана создали кризисный штаб. Здесь круглосуточно дежурят представители села Чек, местный депутат и сотрудники правоохранительных органов. В случае с селом Чек, где есть и наши, и узбекские граждане, односторонние решения принимать не нужно. Все должны решить президенты. Обстановка находится под контролем, не нужно поддаваться эмоциям. Отношения между соседними селами Кыргызстана и Узбекистана дружественные. После событий в селе Чек посол Узбекистана в Бишкеке был вызван в МИД Кыргызстана, где ему вручили официальную ноту протеста. Внятной реакции Ташкента на протесты соседнего государства еще не последовало. Разве что глава Пахтаобадского района Узбекской республики извинился перед жителями села Чек за доставленные им неудобства.